Начало 2023 года. Сильные наводнения принесли очередные потрясения жителям разных стран мира. В сегодняшнем выпуске расскажем лишь о некоторых из них. В Сербии нетипичные для зимы проливные дожди с 18 по 20 января стали причиной сильных затоплений. В 7 муниципалитетах страны было объявлено чрезвычайное положение. В результате наводнения были затоплены дома, сельхозугодья и железнодорожное полотно. В некоторых городах проводилась эвакуация населения. Такое наводнение спровоцировала необычно теплая погода, которая держалась на Балканах уже несколько недель. Отдельные дороги были перекрыты из-за вызванных дождями оползней. С наводнениями, а также повышением уровня воды в реках столкнулись жители Косово, Албании, Боснии и Черногории. Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. Водная стихия не обошла и другие регионы планеты. Непрекращающиеся с начала января 2023 года ливни до сих пор вынуждают жителей Филиппин бороться за свое существование. К сожалению, более 30 человек лишились жизни. Согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, по состоянию на 21 января стихия затронула более 1,5 миллиона человек. По предварительной информации, ущерб от наводнений уже составляет более 15 миллионов долларов. В середине января в 26 муниципалитетах Бразилии дожди и штормы повредили десятки домов. Были эвакуированы сотни людей. В муниципалитетах Родейо и Аскурра без электричества осталось более 8 тысяч потребителей. Разбушевавшаяся стихия унесла жизни людей. Есть пропавшие без вести. Человечество вошло в эпоху глобальных климатических перемен. Проблема изменения климата – это комплексная, междисциплинарная проблема, охватывающая социальные, экономические, экологические аспекты. Очевидно, что нам необходима более устойчивая модель взаимоотношений, способная противостоять любым критическим вызовам, происходящим как в климатических системах, так и в социально-экономических. Согласен? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы узнать еще больше информации о причинах климатического кризиса и выходе из него. – 27 января 2023 года проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии. За короткий период осадков выпало в несколько раз больше месячной нормы. Было объявлено чрезвычайное положение. Во многих районах была отключена подача электроэнергии в дома и на предприятия. Воздушное и наземное транспортное сообщение оказалось нарушено. Международный аэропорт в Окленде приостановил работу из-за затопления. Концерт Элтона Джона отменен из-за экстремальной погоды в Новой Зеландии. С приходом зимнего сезона на разных континентах от Северной Америки до Востока Азии отмечается аномальное и даже рекордное скопление снега. К примеру, в Калифорнии, США, по состоянию на 17 января 2023 года уровень снежного покрова на горном хребте Сьерра-Невада и его окрестностях достиг 250% от нормы. Если взять во внимание фото со спутника, где видны изменения за 80 дней, то можно предположить, что на данном месте находится самый большой снежный мешок на планете.
В соседней Аризоне с 14 по 17 января рекордный снегопад обрушился на северную часть штата. Местами высота снежного покрова достигала более 1,5 метров. Это был самый большой трехдневный снегопад за всю историю штата. 15 января в городе Флагстаф был побит 45-летний рекорд одновременного накопления снега. За короткий временной промежуток выпало около 40 сантиметров снега. В это же время под натиск атмосферных осадков в виде снега попали и некоторые страны Европы. 18 января шторм Фьен принес в Испанию обильные снегопады и резкое падение температуры практически по всей стране. Выпавший снег значительно усложнил жизнь во множестве населенных пунктов, особенно в северных провинциях. Сотни километров дорог оказались заблокированы сугробами. Местами на Пиренейских горах, разделяющих Францию и Испанию, высота снежного покрова достигала 2 метров. К сожалению, в горной местности климатические причины могут спровоцировать сход скопившейся снежной массы. Так, 17 января в Гималаях сошедшая лавина забрала жизни как минимум 28 человек. Она завалила выход из тоннеля вблизи тибетского города Ньингчи. Люди оказались в ловушке прямо в своих автомобилях. В этот же день в Китае редкий снегопад покрыл пустыню Такламакан. Резкое похолодание заставило холмистые пустынные дюны превратиться в заснеженные горы. Чрезвычайно сильная волна холода пришла и на японский архипелаг. В Хоккайдо повсеместная метель уже создала немало хлопот ее жителям. Ожидается, что здесь самые сильные снегопады нынешней зимы еще впереди. Завершает данный обзор пустынная Саудовская Аравия. На протяжении этого месяца аномалии климата в стране просто шокировали. Пустыня не единожды страдала от наводнений, а затем от аномального града и снегопадов. Ни для кого уже не секрет, что происходящие на арабской земле климатические аномалии говорят о признаках судного дня. Если ты также об этом слышал и хочешь разобраться, что происходит с климатом на самом деле, а также увидеть аналитический прогноз событий на ближайшее будущее, смотри международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении».